Здравствуйте, вы смотрите канал ТОП-5. Будущее уже наступило, а мы с вами просто его не заметили. И сейчас вы в этом убедитесь. Представляю вашему вниманию десятку самых невероятных роботов, которые уже существуют сегодня в реальности, а не на страницах фантастических романов. Поехали! Начнем, конечно же, с роботов от американской компании Boston Dynamics, которая нас уже удивляет много лет, создавая и показывая на YouTube свои удивительные изобретения. Их роботы по праву считаются одними из самых продвинутых в мире, начиная от четвероногих собакоподобных машин, заканчивая двухколесным нечто. Вы только посмотрите на это чудо техники. Трудно поверить глазам. Робот способен прыгать и не терять при этом равновесие, но это еще ерунда. То, что Boston Dynamics показала несколько месяцев назад, буквально повергло весь мир в шок. Это двуногий робот Atlas, которого компания совершенствовала несколько лет. И вот что он продемонстрировал в ноябре 2017 года. Если раньше робот мог только ходить, то теперь с легкостью прыгает, как паркурщик. Но самое невероятное он делает в конце. Да, ребята, это настоящее сальто от робота. Ничего подобного мы раньше не видели. Следующая модель, наверное, в совершенстве будет владеть кунг-фу. Ну а сегодня робот Atlas помимо прыжков умеет еще и вставать в случае падения. Со стороны это выглядит довольно жутко. Прямо восстание машин напоминает. Еще более жутко, роботы компании Boston Dynamics открывают двери, причем делают это очень упорно. А вообще, в будущем часть роботов этой компании, вероятно, будут использоваться в качестве грузчиков. Во всяком случае, об этом говорят эксперименты с подъемом и переносом грузов, которые нам периодически демонстрирует компания. А тем временем другая американская компания Amazon уже пару лет активно использует роботов в качестве грузчиков на своих складах. И благодаря этому там произошли фундаментальные изменения. Если раньше весь процесс обработки заказанного товара занимал 1,5 часа, то теперь на это требуется 15 минут. Благодаря роботам персоналу склада больше не нужно ходить за товарами, они автоматически перемещаются к ним в руки, а людям только остается упаковывать их. Также, благодаря роботам, на складах Amazon стало возможным расширение ассортимента продукции, а также увеличение числа товаров на каждый квадратный метр. Теперь на роботизированных складах стало возможным хранить на 50% больше товаров, чем это было до внедрения роботов. Причина этого заключается в том, что роботам не нужно место для прохода между стеллажами, а потому стеллажи можно ставить ближе друг к другу. Несмотря на то, что эти роботы отнимают рабочие места у грузчиков, выиграют от этой технологии не только владельцы Амазона, но и конечные потребители. Ведь благодаря роботизации товары до них теперь стали доходить значительно быстрее. А как вам робот, играющий в настольный теннис? Если у вас не было друга, с которым вы могли бы сыграть в эту замечательную игру, то теперь он вам и не нужен, ведь сразу несколько компаний в разных частях мира производят роботов для настольного тенниса. Более того, есть даже человекоподобные роботы, играющие в теннис. Некоторые из этих моделей играют хорошо, некоторые не очень, но все они прогрессируют из года в год, и скоро их, наверное, даже не смогут обыграть лучшие профессионалы среди людей. Но среди настольных игр роботы используются далеко не только в пинг-понге. Например, как вам аэрохоккей? В этой игре обыграть робота гораздо сложнее, чем в настольном теннисе, ведь тут роботу надо просто отбивать шайбу, а скорость реакции у него куда выше, чем у человека. Для бильярда тоже сделали роботов, чей глаз-алмаз позволяет неплохо просчитывать наперед траекторию движения шаров. А помните этого малыша из «Звездных войн»? Шарообразный робот, чей корпус вращается независимо от головы, которая находится на этом самом корпусе. Конечно же, большинству зрителей «Звездных войн» казалось, что это обычная компьютерная графика, пока в 2015 году робота не показали вживую. Он сразу стал настоящей звездой. Его уменьшенные копии продавались как горячие пирожки, и у него на самом деле корпус вращается независимо от головы. Фанаты «Звездных войн» не могли поверить своим глазам, когда впервые увидели его вживую. И в самом деле, поначалу этот робот вызывает когнитивный диссонанс. Его создание стало возможным благодаря хитрой запатентованной Диснеем технологии еще в 2010 году. А вот какие крутые управляемые человеком изнутри роботы разрабатываются в Южной Корее.
Перед нами словно оживший фильм «Тихоокеанский рубеж». Действия манипуляторов робота синхронизируются с движениями рук оператора, что выглядит очень круто и многообещающе. Возможно, лет через 10 эту штуковину доведут до ума и пустят в серийное производство. Возможности применения у этого робота самые разнообразные. Герметичный роботизированный каркас с человеком внутри для управления движением может привести к революции в глубоководных или космических исследованиях, в то время как в обычных условиях подобные роботы могут быть использованы для проведения спасательных работ, а также для разрушения или строительства. Робот может оказаться чрезвычайно востребованным и в киноиндустрии, но опять же напомню, что его еще надо долго доводить до ума. Прекрасное изобретение — двурукий робот-шеф-повар, позволяющий упростить и ускорить процесс готовки. Он управляется со смартфона и может выполнить разные команды. Также есть возможность загрузить в него различные рецепты, по которым он и будет в дальнейшем готовить. Выглядит все это следующим образом. Два роботизированных манипулятора подвешены над рабочей поверхностью кухни — духовкой, плитой и раковиной. Робот в точности повторяет движения человеческих рук и не уступает в мастерстве профессиональным поварам. Приготовление супа-пюре из морепродуктов у робота занимает меньше 30 минут. А это у нас роболисица, которую создали инженеры немецкой компании Festo. Летающие лисицы гораздо крупнее летучих мышей, у них кожаные крылья без перьев. Чтобы качественно сымитировать это свойство животного, разработчики робота создали тонкую, сверхлегкую и очень прочную мембрану, состоящую из двух воздухонепроницаемых пленок и трикотажной ткани. Эта малышка весит 580 граммов. Вообще инженеры компании Festo уже довольно давно занимаются созданием роботизированных зверей и насекомых, и они у них получаются очень реалистичными. Например, взгляните на робо-бабочек. Красивые и одновременно очень сложные роботы, которые способны имитировать коллективное поведение и самостоятельно избегать препятствия на своем пути благодаря внешней сетевой мониторинговой системе. Вес каждой бабочки составляет всего 32 грамма. Длительность полета на одном заряде аккумулятора — 4 минуты. Это декоративный робот, который может украсить любое помещение. Полет сразу нескольких бабочек производит очень сильное впечатление. А как вам вот этот красавец? Несколько лет назад он был создан при помощи 3D-принтера. Паучок умеет танцевать и при всей своей милоте все равно нагоняет жути. Далее у нас идет нашумевший человекоподобный робот-женщина по имени София, которая была создана по образу и подобию актрисы Одри Хепберн. Робот оснащен искусственным интеллектом и имеет функции обработки визуальной информации и распознавания лиц. София может имитировать человеческие жесты и выражения лица, а также отвечать на определенные вопросы и проводить простые беседы по заданным темам. Правда, без оператора под рукой она не так хороша и может выдавать бессмысленные ответы, но это не мешает ей активно путешествовать по миру и участвовать в различных встречах. Например, 11 октября 2017 года София была представлена в ООН, где провела краткую беседу с заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед. Также в октябре 2017-го она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны. Это робот-художник по имени Пол. Он состоит из механизированной руки, видеокамеры и программного обеспечения. Пол может рисовать только портреты и только шариковой ручкой. При помощи видеокамеры он фиксирует изображение людей, а затем механизированная рука с ручкой воспроизводит рисунок. На один сюжет у робота уходит в среднем 25 минут. Существует целая музыкальная группа, полностью состоящая из роботов. Называется она Compressor Head. Особенность группы в том, что все роботы играют на обычных, неадаптированных инструментах. В состав входят Stickboy, робот-барабанщик. Он имеет 4 руки с закрепленными в них палочками, 2 ноги для нажатия на педали и декоративную голову с металлическим гребнем и ракезом. Fingers, робот-гитарист, имеет 2 руки, на которых установлено 78 пальцев. Bones, робот-бас-гитарист, на его руках по 4 пальца. Также он может передвигаться по сцене благодаря гусеничной платформе. Мега Вотсон, робот-вокалист. В репертуаре группы только кавер-версии произведений известных рок-групп. Это беспилотный робот-акула длиной 1,5 метра и весом примерно 45 килограммов. Робот выглядит как копия настоящей акулы. Он может передвигаться как по поверхности воды, так и погружаться на глубину. Поскольку все его движения выглядят как движения обычной акулы, робота тяжело вычислить. Его использование открывает широкий спектр возможностей для военной индустрии. Робот-акула может незамеченным подплыть к вражескому судну, провести разведку и даже совершить диверсию. Также такая акула может ремонтировать корабли. Это робот по имени Раптор, и он один из самых быстрых роботов на Земле. Его рекордная скорость 46
6 км в час. Действительно впечатляющая прыть. От него не сможет убежать ни один человек. Даже Усейн Болт, ямайский легкоатлет, установивший рекорд скорости среди людей 44,72 км в час, не сможет справиться с этой задачей. У робота имеется 2 ноги и хвост для поддержания баланса, но бегает он пока только по беговой дорожке. Своей формой этот робот повторяет обычную змею, правда довольно большую. Механическая змея была разработана для проведения различных ремонтных работ на нефтегазовом оборудовании, которое находится под водой. Ее преимущество в том, что она с легкостью может попадать в места, куда другие громоздкие роботы вряд ли пролезут. Также этот робот имеет преимущество в цене перед средствами, которые используются для решения тех же задач. Пока эта штуковина работает на кабеле, но позже планируется установить на нее функционал, который сейчас работает в беспилотных автомобилях от Google, чтобы змейка могла передвигаться автономно. На этом все. Не забудьте поставить лайк роботам, подписаться на канал и посмотрите 2 предыдущих видео.